Главные новости республики на ТНВ. В связи с выходом на пенсию, около телевизора стали сидеть, конечно, больше. Семейная чета Макаровых из села Габишево, как обычно, утром у телевизора. О том, что будет переход на цифровое вещание, говорит Юрий, узнали от главы сельского поселения. Он зашел в гости, чтобы разъяснить ситуацию. Цифра — это 20 бесплатных федеральных каналов. 10 каналов из первого мультиплекса запустили еще 6 лет назад. Еще 10 — это второй мультиплекс. По всей территории Татарстана начал транслироваться с четверга. Кроме федеральных каналов, конечно, я бы хотела смотреть свои каналы. Местные. В 2019-м будет 3 волны перехода на цифру. 11 февраля 7 субъектов страны, 15 апреля 20. Всех остальных цифровизация коснется в июне, в том числе и Татарстан. В селе Габишево проживает 3500 человек. Здесь 30 многоквартирных домов и свыше 500 в частном секторе. На примере лишь одного села можно увидеть, как готовятся к цифровой революции. Здесь возрождают сети коллективного телеприема. При капитальном ремонте домов мы устанавливаем уже сразу общедециметровую антенну, общедомовую, которая будет уже по всем квартирам распространять цифровое вещание. Все помнят, как в домах по всей стране срезались коллективные антенны, когда пришло кабельное телевидение. Сегодня должно быть право выбора между платным кабельным оператором и бесплатным эфирным телевидением. Как определить, какая картинка на вашем телевизоре, аналоговая или цифровая? Сделать это достаточно просто. Нужно просто посмотреть в правый верхний угол. Если рядом с логотипом стоит буква «А», у вас аналоговое вещание. Перейти на цифру можно двумя способами. Если телевизор куплен с 2012 года, достаточно взять пульт, зайти в меню и перенастроить программы. Если телевизор куплен до 2012 года, нужно будет приобрести приставку. Как нам сообщил министр связи Татарстана, самый бюджетный вариант обойдется порядка 800 рублей. Почта уже задействована. Единственное, мы просим почту усилить ассортимент. Вот, например, такие недорогие приставки, которые подходят ко всем типам телевизоров, даже к лампам. Вот вы видите здесь и HDMI-овых, и аналоговых, пульт, который позволяет управлять. Мы решили изучить ассортимент необходимого оборудования для цифры. Выбрали наугад 3 почтовых отделения. Бюджетных приставок пока там нет. Завезли ли вам приставки для перехода с аналогового телевидения на цифровое? Есть они в наличии? А планируется? Что-то у вас есть? Я не знаю, проедем другой ОПС. Цифра, правда, так и не дойдет до 800 тысяч человек в России. В Татарстане прием цифрового вещания будет затруднен в 157 населенных пунктах. Там проживает около 24 тысяч человек. Чтобы все имели одинаковые возможности бесплатно смотреть 2 мультиплекса, на помощь придут операторы спутникового телевидения. Конструкция построена на основе компенсации затрат, произведенных конкретным домохозяйством. Из расчета 4900 на приобретение комплекта спутникового оборудования и не более 2400 рублей на выполнение монтажных работ. Приняли постановление правительства о том, чтобы малоимущим поддержать, значит, это порядка чуть больше 800 тысяч человек, которым по приставкам, по покупке определили компенсацию за счет бюджета Республики Татарстан. Один из самых острых вопросов на совещании был посвящен региональному телевидению. Городские и районные телекомпании не вошли ни в первый, ни во второй мультиплекс. Региональное телевидение будет оставаться в аналоге до тех пор, пока у него будет желание и возможности в этот аналог оплачивать и в этом аналоге транслироваться. Цифровое эфирное телевидение было призвано уменьшить информационное неравенство, но, к сожалению, оно порождает экономическое неравенство, когда за просмотр телеканала на родном языке зритель должен платить. Регионы столкнулись с огромной проблемой. Не остается каналов коммуникации между властью и населением. Местная информация нужна людям, она востребована. Не могут федеральные каналы, та самая двадцатка, удовлетворить потребность. Заставить чиновников поставить фонарь на улице или отремонтировать крышу школы. Сегодня восстанавливают дома, ставят антенны без нас. Аналоговое телевидение будет, смотреть его возможностей не будет в домах коллективного приема. Конечно, нужно корректировать программу. Ильшат Аминов также обратил внимание на то, что у городских и районных телекомпаний есть насущная потребность – это 22-я позиция в кабельных сетях. Который позволит, не побоюсь этого слова, ограничить, говоря открытым текстом, кабельных операторах в их, так сказать, хотелках, которые либо требуют огромные деньги за вещание в кабеле, либо пытаются отправить районные и городские каналы за 500-ю кнопку, где их очень трудно найти. 22-я позиция в кабельных сетях – это, по нашему мнению, это вопрос выживания районного и городского телевидения по всей России.
Но вернемся к цифровому мультиплексу. В Татарстане все готово для запуска 3-го и 4-го мультиплексов в HD-качестве. Туда как раз и могли бы войти городские районные телеканалы. Ильшат Аминов призвал окончательно узаконить вещание региональных асинхронных цифровых мультиплексов, провести конкурсы на выдачу вещательных лицензий и открыть новую эру в развитии регионального телевидения в России. Услышит ли предложение федеральный центр? Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней.